Как хорошо! Свежий воздух, птички поют. Как хорошо, что родители меня отправили в деревню. Тут даже горки настоящие. Вот дети в Африке даже снега не видели. Интересно, как они там катаются. Говорят, что раньше горки были выше крыши, а сейчас или горки маленькие, или дома высокие. Так, где же этот Мурат? Договаривались ведь. Ох, спит, наверное, или в телефоне сидит. Пойду проверю. Да. Мурат, ты где? Здесь, я здесь. Мурат, а ты что делаешь? Не видишь, что ли, эксклюзивный тюбинг мастерю? Зачем? Бабушка рассказывала, что они в детстве в мешки набирали солому и так катались. Представляю. Ого! И что, получается, тюбинг наши бабушки придумали, что ли? Конечно. Я тоже хочу. Ну давай. Классно, конечно, но неудобно. Ага. Камила, я читал, что полиэтиленовый пакет придумали в 19 веке. Интересно, когда этого катались наши бабушки? Не знаю. Привет! Привет. А откуда у вас такие санки? Да все наши деревенские ребята катаются на таких. Их же мой папа делает. О, можно нам тоже посмотреть, как он их делает? Давай покажу. А это мастерская моего папы. Именно здесь делаются сани. Сначала их делал дед, а сейчас папа. А я им помогаю. А вы знали, что в санках самое главное – это его подошва. Она делается из дуба, потому что дуб – это самое крепкое дерево. Подошва должна быть правильно выдержана, иначе вот, она может потрескаться. Сейчас их просто кипятят и варят. Вот остальная часть санок делается из вяза. И вот получаются такие красивые санки. А эти рисунки я рисую. А можно нам тоже такие на прокат санки? Мы просто тоже хотим. На прокат, конечно, не дадим, потому что мы делаем их для продажи. Но я могу одолжить свои. Ура!